Он живет в одиночестве, пьет дождевую воду и никогда не открывает фотоальбом. Долгожитель из Дагестана Салахаддин Самедов в свои 103 года уже точно знает, в чем секрет счастья. Однако, несмотря на это, он готов разбавить молчаливое одиночество и все же провести экскурсию по собственному фруктовому саду. Не исключена даже очередная, третья женитьба. Подходящей кандидатуры, правда, пока нет. Илона Агасиева пообщалась с дедушкой на выданье. В его любимом селе Мурух у него есть свой собственный сад забытых фруктов. Пусть и не такой необычный, как у известного итальянского сценариста Тонино Гуэры, но тем не менее он ему очень дорог. И здесь тоже частенько под деревьями остаются яблоки и груши. В его жизни было 103 осени, и тот, кто родился еще до революции, как никто другой, знает толк в красоте этого времени года. И так же, как и знаменитый Гуэра, он однажды просто не заметил, как стал пожилым. И сегодня он тоже уверен, что путь старого человека – это путь не к смерти, а к детству. А в детстве мы бессмертны. Он бы, конечно, хотел прожить жизнь заново и в другой жизни снова стать кузнецом. Сейчас ему важно, чтобы все было рядом, все, что связано с ним. И старый зонтик, и не менее старые инструменты, и часы, их несколько, и все они застыли. Но это не главное, потому что с годами у него появилось право не сверять время. Единственное негласное правило – не смотреть фотографии. Других правил нет. Постороннему это скорее напомнит настоящий хаос, а это его мир и путь в 103 года. Какие бы трудности ни были, говорит, он все равно родина есть родина, говорит. И хорошие были, говорит, и плохие, но все равно родина. Люблю, говорит. Вот. Кузнецом работать больше всего любил. И работал, говорит, этим. Это, говорит, хобби. У меня вот это, любимый. Я, говорит, помогал всем. Вот это для меня, говорит, главное, чтобы людям помочь. Он частенько протестует, если кто-то пытается помочь. Его до сих пор не отпускает ощущение, что никто лучше него этого не сделает. В последние 10 лет взял за правило пить только дождевую воду. Сейчас он редко что рассказывает, но у него было очень много того, что хотел бы запомнить на всю жизнь. Однако память подводит. Из того, что удалось сохранить, походы детства за крапивой, в голодные военные, это было главным лакомством. Человек поднимается туда наверх, там за такие места, что даже самим, вот я там лично вот так с трудом пройду. А он этот куда поднимается? Туда на крышу, вот. И чистит трубы себе, ну, от печки. Мы якобы ему шифер поломаем там наверху. Он весит больше, чем я. Якобы сам тоже ползает, вот так идет. В прошлый раз тоже так, только много народу было, собралось. Смотрим, каждый идет к нему. Давай я сделаю. Да нет, вы, говорит, мне все поломаете. Сейчас у него есть одно главное преимущество. Он, как никто другой, знает, каким должен быть настоящий человек. А еще секрет, который раскрывал чуть ли не всю жизнь. Что же на самом деле нужно для счастья? Сегодня он просто уверен, счастье – это когда можно пройтись по саду забытых фруктов. И желательно с теми, кто был очень дорог. Когда кажется, что что-то делал неправильно. И, конечно, есть время все переделать. Мы, говорит, хотели, чтобы было, вот наши предки, говорит, жили своим добром, своим, вот этим, вот так, чтобы жили, дальнейшие тоже хотел, говорит, чтобы так были, как наши предки. Видишь, ну, предки, о предках он очень лестно обзывался. Раньше тоже говорил он, предки наши, говорит, были достойные люди. Сейчас, говорит, таких мало. В своем саду забытых фруктов он хочет посадить новые деревья, чтобы оставить под ними яблоки и груши. Возможно, ему придется изменить старому правилу и все-таки открыть альбом с фотографиями, потому что теперь только они способны напомнить, каким был путь 103 года.